Алхамдулиллахи Раббил Алямин. Вассалату вассаляму аля ашрафил анбияи валь мурсалин. Набийина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Аллахумма аллимна ма янфауна, ванфа'на бима алламтана, вазидна ильма. Амма ба'д. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Очень часто задают подобные вопросы. Хазрат, в таком-то магазине есть классная беспроцентная рассрочка, можно что-то приобрести. Или же другие задают вопрос: Хазрат, есть такая-то карта, там оказывается, если деньги хранить, потом накидывают проценты на остаток. Что о них скажете? И поэтому в итоге я подумал и решил, что необходимо время от времени делать напоминание всем нам о том, что такое риба, какие у него бывают виды, что сказано в шариате относительно риба. И тем более нас очень сильно беспокоит то, что чем ближе мы к судному дню, тем больше распространяется риба. И как в некоторых хадисах сказано, то что перед судным днем даже не останется ни одного человека, на которого не попала бы пыль, которая исходит от риба. И поэтому этот вопрос на самом деле очень актуальный по сей день. Этот вопрос очень беспокоит всех нас. И еще больше печально то, что такие же мусульмане также намаз читают, также и уразу держат, но когда наступает разговор про риба, они немножко, как сказать, да ладно, чего уж как, сейчас без риба вообще же никак, без процентов, без займа, без кредита там и так далее, никак. Это нужно купить, то нужно купить, в оборот нужно закинуть, дело нужно завести. И поэтому «Фадаккир фа инна зикра танфа'уль му'минин», как говорил Аллах Субханаху ва Та'аля, напоминай же, и напоминание будет полезным для верующих. Слово «риба» с арабского языка переводится как увеличение, когда что-то увеличивается. И Аллах Субханаху ва Та'аля в Коране слово «риба» использует и в языковом значении увеличение, да, также использует именно в шариатском контексте. Именно тот самый большой грех, который приводит к таким-то и таким-то печальным последствиям. Поэтому важно разделять. У нас, когда в Коране упоминаются слова, они могут приходить в общем языковом значении, а иногда могут приходить в узком значении, в шариатском контексте. В том смысле, в который в него заложил Всевышний Аллах, и поэтому важно читать Коран вместе с комментариями, вместе с тафсирами. Иначе, вот на сегодняшний день, к сожалению, мы видим некоторых людей, которые, не зная ни арабского языка, ни его правил, вообще ничего не изучив из религии, берут себе перевод Корана на русский язык, как правило, это перевод Крачковского, и давай вперед. Крачковский сказал так, Крачковский сказал эдак, и таким образом зарубают и намаз, совершение намаза, и закат, и много других всевозможных явных заблуждений. И поэтому читать Коран нужно. Читать Коран и понимать его необходимо. И вместе с этим, когда вы читаете Коран, чтобы был рядом с вами тафсир, комментарий, чтобы вы понимали, что вы читаете, в каких обстоятельствах был ниспослан этот аят, и что здесь подразумевается, и что о нем сказали сподвижники, таби'ины, таби'ины, ученые, которые жили после них, как они объясняют эти самые аяты. Итак, Аллах Субханаху ва Та'аля слово «риба» упоминает в Коране в контексте увеличения. Аллах, например, в одной из сур говорит: «Фа'ида анзальна алейха аль-ма'a хтаззат ва рабат». И если мы, говорит, не спосылаем воду на землю, она, говорит, оживляется, становится мокрой и набухает, увеличивается. Имеется в виду, дает урожай. Так ведь вода именно то, что по милости Аллаха приводит в движение землю, дает урожай, плоды, и поэтому это очень полезно. Также Аллах Субханаху ва Та'аля в Коране сказал: «Антакуна умматун хия арба мин умма». И некоторые общины, некоторые уммы, они могут быть более многочисленными, чем другие общины. И вот здесь вот тоже Всевышний Аллах упомянул именно
слово «риба» в контексте увеличения. Однако, когда мы говорим про риба именно в шариатском значении, это означает, когда человек добавляет к своему долгу что-либо взамен на отсрочку. Или же, когда он увеличивает объем каких-либо вещей, когда обменивает их на другие, когда совершает бартер, увеличивает их объем, их количество и таким образом впадает в риба. И поэтому можно сказать, то, что риба – это запретное увеличение долга, займа, да? Либо когда один вид ты обмениваешь на другой вид, ты его увеличиваешь в объеме, либо даешь отсрочку, которую делать в данном случае нельзя. И вот это вот будет риба. И риба, как правило, бывает двух видов. Риба аль-фадль, риба разности видов, или риба прибавки, как ее называют, и риба насиа. Второй вид, что означает риба отсрочки. Когда ты говоришь, ладно, завтра принесешь, завтра рассчитаемся там и так далее. У нас есть определенные операции, допустим, размен валюты, да? Он должен происходить здесь и сейчас, из рук в руки. А когда ты говоришь, так, дай мне доллары свои, у меня рубли дома лежат, завтра встретимся или сегодня встретимся на иканды намаз, на ахшам намаз и рассчитаемся. Вот это вот называется уже риба насиа, риба с отсрочкой. Потому что любые денежные операции, размен или обмен валютой, да, он должен сопровождаться здесь и сейчас. И есть еще и другие правила, о них еще будем говорить чуть позже, иншаллах. Изначально необходимо поговорить об истории риба. Каким образом была риба у общин, которые жили до нас, каким образом риба происходила во времена джахилии, в обществе, где жил пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, до начала пророчества. И Аллах субханаху ва та'аля в Коране, в суре Ниса и в суре Бакара упоминает положение племени Бану Исраиль. И в одном из аятов Аллах сказал: «Фабидульмин миналлазина хаду харрамна алейхим тайибатин ухиллат лахум». Из-за того, что не сходила от племени Бану Исраиль та несправедливость, мы запретили им те благие вещи, которые были раньше дозволены. И из-за того, что они очень часто отвращали от пути Аллаха. А также из-за того, что они взымали риба, которая им была запрещена. И поэтому ученые, когда-то им комментируют эти аяты, они говорят, почему Всевышний Аллах разгневался на Бану Исраиль, почему Он запрещал им то-то и то-то, да, почему были вот эти вот сложности, трудности, именно из-за того, что они приступали к границе. Часто совершали несправедливость, часто они отвращали от пути Всевышнего Аллаха, и в суре Бакара перечисляются даже, когда это случалось, да? А также одна из причин – это то, что они использовали риба, которая была для них запретна. И как это происходило, это и в книгах пишут об этом, да? То, что когда им пришел запрет риба, они начали переиначивать, коверкать смысл, исправлять и говорить, нет, риба, она запретна только лишь между нами. А вот если придет другой человек, не нашего верования, не нашего племени, не нашей народности, вот с ним можно взаимодействовать с риба, и давали им деньги в долг, там, дирхам, динар, а затем что делали? А затем требовали возврата в еще большем количестве, в большем размере. И поэтому риба это был запрещенным грехом даже для тех общин, которые жили до нас. Что касается риба во время джахилии, риба, она происходила следующим образом. Когда человек брал в долг деньги или же брал в долг какое-либо животное на определенный срок, и когда подходил этот самый срок, скажем, год, да, когда подходил год, владелец этого долга, он говорил: слушай, либо ты мне, говорит, сейчас возместишь этот самый долг, либо, говорит, я его увеличу. И увеличение происходило иногда в двухкратном, в трехкратном, в четырехкратном размере и из года в год. И в итоге получалось то, что человек изначально брал вот столько вот долга, да, в деньгах, да, а потом по прошествию времени, да, у него эти маленькие деньги превращаются в большой объем.
То есть многократно увеличивалось. И поэтому Всевышний Аллах в Коране нам говорит: «Я аюхалладина аману, ля такулю риба ад'афам мудаафа». О те, которые уверовали, не ешьте, не используйте риба, не берите риба во многократном размере. То есть Всевышний Аллах не говорит то, что чуть-чуть риба взял, это нормально. Нет, Он запрещает весь риба, малый объем и большой объем. Но то, что происходило по факту, это был ужас. Это был ужас, когда очень много увеличивали в стоимости этого долга, да, и в итоге человек просто вообще обнищал, у него ничего не становилось, и в итоге даже доходило до того, что его уже порабощали, потому что у него не было нечем расплатиться, а тот, который дал в долг, он сильный, он обладает силой, властью, и он мог заставить что-то сделать, и в итоге ему ничего не оставалось, как просто продать себя в рабство, и в итоге он становился рабом после того, как он при жизни, его мать родила свободным, и он жил свободным. И другая картина, другая ситуация, когда человек давал в долг теленка, животное или же верблюжонка. И когда происходил год, уже прошел год, он должен был вернуть либо животное такого же возраста, такого же, получается, характеристик, таких же показателей, либо, если он не мог, тогда он через год там, или через определенное время был обязан вернуть животное более старшего возраста. И я думаю, ни для кого не секрет, всем понятно, да, то, что допустим, для фермера, что более выгодно, что более для хозяйства пригодно. Животное, которое еще маленькое, или которое уже выросло и дает тебе приплод, дает тебе молоко, дает тебе шерсть, дает тебе мясо. Конечно, которое выросло. Потому что то маленькое животное, тот самый теленок, верблюжонок, он может не дожить. Заболеет, там, допустим, нападут там хищники там, и так далее. Да? То есть у него есть риски. У него есть определенные вещи, которые еще под вопросом, доживет ли он до того самого пригодного возраста. А когда требуют уже вместо теленка полноценную телку, например, там, да, если это корова, или полноценную верблюдицу, которая уже достигла фертильного возраста и уже может рожать, приносить приплод, это уже совсем другой разговор. И цена другая. И таким образом требовали, чтобы он возместил животным более старшего возраста, и таким образом избавлялся от долга. И еще раз повторяю, Всевышний Аллах об этом нам в Коране сказал. Это сура Аль-Имран, 130 аят. «Я аюхалладина аману, ла такулю риба ад'афам мудаафа, ваттакуллах лааллакум туфлихун». О те, которые уверовали, не пожирайте риба во многократном размере, увеличивая, и бойтесь Аллаха, быть может, вы обретете успех. И вот этими вот словами Всевышний Аллах отражает то, что происходило во времена джахилии. И у нас в современности тоже это есть. Да, вы, может, слышали, сейчас, конечно, об этом редко слышно, да, но вот в 90-е, начало 2000-х, да, было такое понятие, да, поставить на счетчик. Это вот тот же самый проявление джахилии во времена пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи. То есть, когда там долг был столько, но из-за счетчиков, изо дня в день, изо недели в неделю, из месяца в месяц, этот долг так увеличивался, таких размеров, таких бешеных процентов достигал, что в итоге человек, оказывался в очень тяжелом и очень затруднительном положении. И пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, запрещал это риба, да, об этом говорил, и то, что это было распространено. И это был основной заработок, кстати, в обществе курайшитов, в обществе мекканских курайшитов. Да? Это как раз-таки это было одним из таких средств для заработка. И в Коране, если вы читали аяты риба, есть такой аят. То есть эти люди, да, многобожники, лицемеры, стали говорить: поистине торговля — это и есть риба. То есть вот то, что риба человек получает, это же по сути торговля. То есть дал рубль, получил 2, вложил 100, получил 200. Это же по сути то же самое, что ты купишь там, допустим, тонну пшеницы, продашь ее подороже, да? И Всевышний Аллах говорит: но нет, Аллах запретил риба и дозволил торговлю. И это именно те самые аргументы, которые предъявляли пророку Мухаммаду, саллаллаху алейхи. То есть то, что люди занимаются, покупают животных, покупают там всевозможные продукты там и так далее и продают подороже, та же самая торговля. Я дал деньги долг и вернул побольше. Нет.
Вот Аллах это запретил. И поэтому общий принцип ислама в том, что деньги сами по себе не могут генерировать прибыль. Ты не можешь дать кому-то деньги в долг и говоришь: я тебе деньги дал, ты мне верни больше. Ты не можешь этого делать. И это является как раз-таки тем самым риба. По поводу инвестиций, вложить в дело там и так далее, это поговорим чуть попозже, но это не является риба. Почему? Потому что любые инвестиции, они сопровождаются с рисками. Тот человек, в которого ты вложил деньги, он может преувеличить твое имущество, твои деньги, твое богатство. И он может точно так же из-за различных обстоятельств, из-за своей халатности, из-за своей некомпетентности, из-за форс-мажорных обстоятельств, в конце концов, да, он может растерять весь этот самый капитал. И поэтому в итоге что? В итоге он точно так же может понести убыток. И поэтому в исламе инвестиции, где вам гарантируют прибыль, хотя бы 1 копейку плюс 1 копейка, это считается риба. Почему? Потому что когда гарантированный доход с денег, это получается по сути тот же самый долг. Как будто ты отдал долг деньги кому-то и говоришь: ты вернешь мне не ту же самую сумму, побольше. Хотя бы плюс 1 копейка, но вернешь побольше. Вот этот гарантированный доход, это уже называется риба. И пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, уже рассказывая эти аяты сподвижникам, всем людям, да, заявил о том, что риба является запретной. И когда случился прощальный хадж с посланником Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и он произнес свою знаменитую прощальную хутбу, когда он стоял в мечети Ан-Намира в долине Арафа, он произнес очень много вещей, да, насихатов, наставлений, будто бы он прощался со своей уммой. И вот тогда, когда он стоял перед людьми, а перед ним тогда было 100 тысяч сподвижников, он сказал: я запрещаю все риба, которое между вами. И первым, чье риба я запрещаю, это риба моего дяди, Аль-Аббаса. То есть он начал не с простых каких-то людей, там, да, там, с отдаленных там этих, нет, он начал со своих близких, со своей семьи. Потому что это в первую очередь те самые люди, которые могли бы в других обстоятельствах пользоваться своим привилегированным правом. Но нет, здесь он говорит: я с первого, с кого начинаю, со своего дяди, Аль-Аббаса. Все, что кому он дал деньги и требовал вернуть назад с приростом, с риба, это все недействительно. «Ля тазлимуна ва ля тузлямун». И вы не должны приносить несправедливость, делать зулм другим людям, и вам тоже не сделают зулм. И поэтому итог просто как бы на этом завершим. Иншаллах, продолжим на следующих уроках. По поводу риба, посланник Аллаха отменил все риба и запретил требовать назад прирост. То есть, например, если человек тогда дал 100 рублей или 100 реалов, там, я не знаю, или 100 динаров, как в то время использовалось, да, и у них была условность, договоренность, что вернут 120. Он сказал: нет, 20 нельзя требовать назад, 100 требуй, потому что это тело твоего долга, да, это твой капитал, вот его требуй назад, но те самые долги уже все, уже не имеешь права требовать. Ля тазлимуна. Вы не можете причинять людям зулм, требуя надбавку к своему долгу. Валя тузлямун, а также то, что у вас долг остался, и человек, который вам должен был, он говорит: это же риба, все, теперь этот долг аннулируется, я тебе ничего не верну вообще, да? И не 120, и не 150, и даже тело этого долга. Нет, это тоже запрещено. Почему? Посланник Аллаха говорит: валя тузлямун, и вам не должны относиться несправедливо, то есть тот долг, тело долга, оно никуда не девается, оно должно быть возвращено. На этом остановимся, продолжим, иншаллах, на следующих уроках. Субханак Аллахума бихамдик, ашхаду ан ла иляха илля ант, астагфирука ва атубу илейк.